Уйгурская культура в Древнем Китае была не просто экзотикой, а предметом подражания. В империи Тан было модно одеваться по-уйгурски. Знатные дамы и придворные щеголяли в уйгурских ярко-алых парчевых халатах с узкими рукавами, высоких сапогах и мужских головных уборах. Уйгуры славили своими тканями, особенно многоцветным шелком и парчой, и они были очень дорогие. Макияж в стиле уйгурской принцессы. В моду вошли очень яркий тон, белила на лице, ярко-алые румяна, маленькие алые губы. Во времена династии Хан красный румяна только начинали свой путь, а в эпоху Тан алый цвет стал символом богатства и принадлежности к прогрессивной моде, идущей с уйгурского запада. Танские поэты Либо и Бо Цзуи воспевали красоту женщин в уйгурской одежде, упоминали уйгурских танцовщиц в ярких парчевых нарядах. В поэзии того времени часто встречаются строки о девушках, которые выходят за ворота города в ярких уйгурских нарядах, шокируя консерваторов, но восхищая молодежь. В гробницах знати эпохи Тан, например, гробница принца Чана Хуая, есть изображение женщин, одетых в уйгурскую мужскую одежду и высокие шапки. Это прямое влияние уйгурской культуры и моды. Танские санцай, трехцветные глазурованные фигурки, изображают не только китайских красавиц, но и уйгурских танцовщиц, музыкантов, купцов и знати, которые задавали тон китайской моды. Уйгуры не просто передали технологию обработки софлора. Они создали имидж алого цвета как символ роскоши, власти и военной доблести. Когда аристократка империи Тан красила щеки уйгурскими ярко-алыми румянами, одевала уйгурские яркие парчевые халаты и высокие мужские шапки, она, возможно, подражала не только красоте уйгурских женщин, но и силе своих степных союзников из уйгурского каганата. Но все началось еще с древности. В период до царства Цин идеалом китайской красоты считалась естественность, нетронутая резцом искусственности. Это была эпоха естественной красоты в истории китайского макияжа. Эпоха яркого макияжа в истории Китая началась лишь с династии Хан. Хроники говорят, что Чан Цань, будучи послом в западном уйгурском крае, привез прекрасный цвету, названную Хунланхуа – красный цветок. И этот яркий цветок с уйгурского запада стал важнейшим сырьем для изготовления румян. Красный цветок, софлор, был родом из Восточного Средиземноморья, Египта и района Ближнего Востока. В IV-III веках до нашей эры софлор проник в уйгурский западный регион, и народ Юэцши в коридорах Хэси ввел его культивацию в районе горы Янша, где он в итоге стал важным косметическим средством, в том числе и для хунны. Хроники сообщают, что хунны называли своих жен Янша, что значило румяна. В толковом словаре «Шувен цзе цзю» слово «Янша» не было включено, и это доказывает, что слово «Янша» не было исконно китайским, а пришло с уйгурского края. В 121 году до нашей эры Хо Цуйбин, командуя легкой конницей, выступил из Лунси, прошел через гору Янша, углубившись на территории хунны на 1000 километров, переправился через озеро Циян, спустился к горам Целань, пленив более 18 тысяч человек, включая вождей из знать хунны. Хунны, потеряв горы Целань и Янша, сложили песню «Потеряла мы Целеншан, негде наш скот пасти». «Потеряла мы Яншишан, женщинам нечем красу навести». В книге Юн Луман Ча Джар Янве из эпохи Южной Сун написано: на севере есть гора Янша, на горе много хунлан, софлора. Северяне собирают его, чтобы окрашивать ткани, берут его сок и делают румяна. Отсюда известно, что хунны, захватившие коридор Хэси, не только пасли скот в горах Целань, но и унаследовали от Юэцши использование хунланхуа, растущего на горе Янша, для изготовления косметики, чтобы прибавить красу своим женщинам. Анализ показывает, что с момента проникновения хунланхуа в горы Янша из уйгурского западного края до его распространения и использования в центральных равнинах Китая прошло около 200 лет. Во время династии Хан большое количество сырья с горы Янша начало поступать в центральные районы Китая, став основным материалом для яркого макияжа. Это оказало значительное влияние на изменение идеала женской красоты после династии Хан.
Румана стала широко использоваться женщинами. Культура хан наконец завершила эпоху естественной красоты с доминированием белой пудры и черной туши, и затем с триумфом вступила в свою настоящую эпоху красного макияжа. Юэча и Хунну дали потомство, которое стало уйгурами, и они навечно запечатлели этот оттенок румян в китайской культуре. Отсюда и пошло макияж невеста в красных тонах, а жилище девушек красным теремом. Закономерно, что символом женской красоты в современном Китае стала уйгурка, икона стиля Дилраба Дилмурат.